Здесь, я считаю, вина была в том, что недостаточно работы с населением было, потому что страхование, оно нужно. Вы видите состояние наших больниц. И положа руку на сердце, да, мы все говорим о бесплатной медицинской помощи. Кто из нас после операции не отдает отдельно в карман хирургу? Лучше ли было бы, чтобы это все шло напрямую через бюджет в карман того же официально, того же врача, чтобы у того же врача потом это шло, формировалось в виде пенсии. Понимаете, и чтобы это шло в бюджет нашей страны. Для того, чтобы это так было, нужно внедрять систему медицинского страхования. Зачем страхование вообще для водителей нужно? Потому что, ну не дай бог, да, кырсык, там ДТП если происходит, что происходит в рядовой кыргызской семье? Мы продаем дом, мы продаем там недвижимость, мы продаем там скот, малдарды сатып, чтобы покрыть там, пойти оплатить похороны, пойти оплатить какие-то расходы, больницы, все такое. Мы продаем последнее, что есть. В чем помогло бы страхование? Ты в течение года, допустим, какой-то там 1000 сомов, ну я не знаю, какую-то сумму там ходил, платил. Ну, может быть, несколько тысяч сумм. Но не дай бог, если происходит, то полностью бы компания это все бы покрыла. Вот мы к этому пока еще разъяснительную работу вот из-за того, что мало проводим. Но я думаю, что население созревает сейчас. Раз такие вопросы уже спрашивают, я думаю, что на повестке дня эта тема будет все-таки. Официально в Кыргызской республике, согласно Конституции, сборов в школьный фонд не должно быть. Потому что у нас, согласно Конституции, бесплатное право ребенка на бесплатное школьное образование. У каждого гражданина Кыргызской республики есть. Но когда мы подняли этот вопрос, меня там, ну и некоторых моих коллег, кто был против этих фондов, обвинили в популизме, сказав, что вы знаете, что в бюджете денег нет, что школы не могут покрывать там расходы на элементарный, там, начиная с текущего ремонта, заканчивая мел, там, канцтовары, даже вот элементарные вещи, техничку не оплачивают, зарплата сторожа школы, допустим, это все, оказывается, идет с фонда. То есть и здесь получилось вот две стороны. И ко мне, например, пришли родители, которые жаловались. Руководитель и сам попечительский совет выбирает директор школы. Вот я, например, в парламенте вот ставлю вопрос, и вот у нас скоро рассмотрение бюджета, тоже буду поднимать вопрос о том, чтобы сделать прозрачным этот фонд. Чтобы родители хотя бы знали, куда это уходит. На что это уходит? Когда родитель будет за своего ребенка знать эти 100 сомов, 200 сомов, 300 сомов, там, с которые собираются, но не больше, потому что там, я слышала, собирается 800 сомов и больше, в городских школах еще дороже, да? И когда родитель увидит, что да, эти деньги уходят действительно на оплату там, технички, на оплату того, чего государство не может обеспечить, мы должны это публично признать. При этом недавно новый министр образования сказал, что они планируют, то есть они убирают, запрещают эти все сборы, но при всем этом запрете, до сих пор ведь полностью же их не запретили, они хотят взять как пилотный проект Сокуловский район, он очень большой, крупный, да, в Чуйской области, и проверить, сколько государств обходится вот один район, всего 40 районов Кыргызской республики, если вообще убрать полностью школьные фонды. Когда ты становишься депутатом Кыргызской республики, ты прекращаешь экономическую деятельность. Поэтому этот вопрос, он уместен уже не ко мне, а к людям, которые непосредственно куда говорили, да, это мои родственники, которые они этим занимаются. Но как человек, который работал там, управлял этим рынком, я могу сказать одно. О сумме, да, говорят только те, кто конечный реализатор, не арендатор, а субарендатор. То есть он, получается, есть там владелец контейнера вот этого участка, да, его сама сумма устраивает аренды, но он накладывает за аренду сумму там, и она выходит очень дорого в итоге конечному субарендатору. И вопрос скорее в том, что патенты и сама вот эта аренда, которая вот, из расчета, которая закладывалась, да, она подразумевает, что человек сам будет торговать. А у нас люди берут арендаторов, субарендаторов, и потом они хотят, чтобы, то есть он сдается уже второму лицу в субаренду, да, это не совсем справедливо по отношению, допустим, владелец рынка Кудайберген, он платит вот у нас весь перечень налогов, и я знаю, что, допустим, у нас есть там, допустим, какие-то там оптовые компании, которые почему-то в итоге, с учетом тех патентов, которые есть, он в итоге зарабатывает больше, чем после налогов, допустим, директор рынка. Это тоже не совсем справедливо выходит. Я пришла в парламент с партией СДПК.
Но для меня это вот первая партия, с которой я пришла в парламент. И то, что сейчас происходит в партии, я, конечно, это нигде не комментирую, но, естественно, мы все 38 депутатов, которые находятся в этой партии, они об этом думают. Положа руку на сердце, мне, конечно, очень приятно, когда там в социальных сетях люди пишут, говорят: ой, вы такая там молодец, многие вопросы поднимаете. Но есть понятие самоанализа. И я для себя анализирую за эти 5 лет, что у меня получилось, чего нет. Есть вещи, которые я поднимаю, но в силу того, что мы обсуждаем, контролируем, но занимается, непосредственно исполняет это уже представитель правительства Кыргызской республики. Каждый депутат, он сейчас сидит и анализирует, и он считает все свои ресурсы. И когда ты говоришь ресурсы, это не только финансовые средства, ты себя оцениваешь. Если я критиковала кого-то, да, сильно, ущерб был или нет, это очень сильно обсуждается. Да? И я окажусь в партии этого человека, как я буду выглядеть, да? Ну вот ты 5 лет вот выступала, критиковала, что, всю жизнь что ли будешь это? Я не хочу превращаться в того политика, который вечно критикует. Таких вы тоже знаете, которые были не Одинцовцев и занимались только критикой. Ну да, критиковать мы все умеем, выступать мы все умеем. А чего ты реально добилась? Что ты принесла? Какая польза от того, что ты там сидишь? Вот если ты к этому готова, то, конечно, ты можешь думать о том, чтобы идти дальше, да. Когда я баллотировалась, я, конечно, понятия не имела, когда уже начались выборы, что у нас порядка 90 тысяч голосующих, вот людей, которые имеют право голосовать, идти на выборы. Из них где-то порядка 200 тысяч, я бы сказала, даже со всеми жилмассивами, где-то 250 тысяч населения, которые проживают в Сокулукской области. И на сегодняшний день нас всего 2 депутатов, один от фракции Республика Таджурия, нас 2 депутата на такой огромный район. Естественно, когда в одном маленьком районе много депутатов, это хорошо. И я и сейчас считаю, что с одного района должно быть много депутатов. Вот мы поднимали тему возврата садика народу, да, вот село Комсомол, Фрунзенский айлок-Мету Сокулукского района. И чтобы вернуть один небольшой неработающий садик народу, у меня заняло 3 года. То есть 3 года это я выступаю там в парламенте, я хожу к министрам, встречаюсь с ними, требую, и в конце концов мне было, конечно, очень неприятно, у меня такое было ощущение, как будто я этот садик лично для себя пробиваю. Мне было очень обидно, почему я сталкиваюсь с такой бюрократией, вот такая стопка писем, и почему такое всех отношение, мол, какой твой интерес, зачем тебе это надо? Допустим, в село моего папы, малая родина моего отца, когда я шла на выборы, вот первое село, где начались мои выборы, куда, допустим, я 500 тысяч сомов от имени нашей семьи в память о моем отце на развитие проекта с водой, чистой воды. Вот мы на ТЭО начали этот большой проект, и я пообещала, что я стану депутатом, и обязательно в течение 5 лет мы закончим этот проект. И я очень благодарна правительству, премьер-министру, тогда был наш действующий президент премьер-министром, что он поддержал, потому что я знаю, что многие сильные, опытные политики, у них получается в бюджете какие-то средства получить. А таким молодым, допустим, депутатам, как я, это очень сложно, потому что у нас авторитета такого нет, у нас связей таких нет, да, в органах. Но тогдашний, получается, нынешний президент тогда был премьер-министром. Я помню, как я к нему зашла, и я сказала, я никогда для себя, для своих личных интересов не прошу, но я народу пообещала, что этот проект, который начнется, я закончу, пока я буду депутатом. По Кыргызской республике на сегодняшний день в один район больше 3 километров дорог Министерство транспорта не делает. А когда 67 сел по 3 километра дорог, можете поделить, это максимум 500 метров получается. То есть где-то получается, где-то не получается. И самый большой, наверное, проект, который у нас только начался, я что-то 3 года я ходила в правительство, никак не могла его решить, это то, что мы встречались с молодежью, и я помню, они просили помочь в завершении строительства ремонта стадиона центрального в селе Сокулук, потому что у нас это в Чуйской области самый большой район, самый большой стадион центральный. И когда мы рассчитали смету, она вышла огромная сумма, но, по крайней мере, мы ее начали. И более того, что за счет каких-то средств спонсоров мы нашли 7 миллионов, осталась еще какая-то сумма, и правительство, мы только начинаем этот проект. Я надеюсь, что мы его к следующему году завершим, чтобы я могла прийти к людям и сказать спокойно, что 5 лет эти вещи, которые я обещала, я сделала, и быть честной, сказать, а эти вещи у меня не получились. Кого-то обманывать сейчас не то время. Я думаю, сейчас люди, YouTube, и интернет, они все отслеживают и по факту видят.
Видимо, так в моей жизни сложилось, когда погиб мой отец, я старшая в семье, мне пришлось взять заботу о близких, о семье, о моих младших членах семьи, заняться их образованием, заняться там каким-то даже бывало воспитанием занималась, а потом переключиться на бизнес семейный. Ну, аргасыз, мне пришлось этим заниматься. Потом как-то так получилось, да, я была замужем, попытались создать семью, у нас не получилось. Но для меня и для него это был такой опыт, очень нужный. Теперь, я думаю, и мой бывший супруг, и я, мы знаем, чего мы точно не хотим в браке. Планирую ли я выйти замуж? Наверное, да, планирую. Мне бы очень хотелось, чтобы вы меня поддерживали не как там хорошую женщину, да, а, наверное, как там устраивающего вас политика. Мне бы очень, ну, спасибо большое, конечно.